Сосногорском филиале общественной приемной главы Коми состоялась прямая линия. Тема «Как получить разрешение на вырубку новогодней ели». На вопросы горожан ответил госинспектор по охране леса Александр Камашев. Чтобы получить разрешение на вырубку, нужно обратиться в Сосногорское лесничество, заключить договор купли-продажи и произвести оплату. Договор подписывает лично тот, кто будет рубить. Цена новогоднего дерева от 30 рублей за ель высотой от 1 метра. Присмотреть ель в черте города не получится. Лесничество разрешает вырубку на землях лесного фонда и не в ущерб ему. Только в полосе либо отвода автомобильной железной дороги, газопроводов, нефтепроводов, линий электропередач. То есть там, где в дальнейшем в любом случае будет производиться расчистка, разрубка этих линейных объектов. Также на лесосеках, которые там, где ведется заготовка древесины, на погрузочных площадках, на волках также разрешается вырубка этих новогодних елей. Самовольная вырубка грозит штрафом. Сумма зависит от места, где совершено нарушение. Ответственность может быть и более серьезной. Если ущерб будет составлять менее 5000, то данному лицу грозит административный штраф по статье 8.28. Если сумма ущерба превысит 5000 рублей, то данному лицу будет грозить уголовная ответственность, предусмотрена статьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сосногорское лесничество планирует совместные рейды с правоохранительными органами, в том числе сотрудниками ДПС. Если у водителя с живой елью в машине не окажется документов на дерево, он будет привлечен к ответственности. Сейчас за договором купли-продажи в лесничество уже обратилось около 30 человек. Однако, как отмечают сотрудники учреждения, желающих с каждым годом меньше. Сосногорцы отдают предпочтение искусственным новогодним елям. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорском районе стартовал конкурс на лучшую елочную игрушку «Зимняя сказка». Его организаторы – отдел культуры Сосногорской администрации. Участником может стать любой житель района, независимо от возраста. Игрушки принимают в историко-краеведческом музее. Представленные работы должны соответствовать новогодней тематике. Конструкция должна быть облегченной, устойчива к погодным условиям, снегу, ветру, сырости. Размер работы должен быть от 30 сантиметров до 1 метра. Более подробные требования к игрушкам и условия указаны в положении о конкурсе. Его можно найти в группе Сосногорской администрации во ВКонтакте. Там же есть бланк заявления на участие. Принимать работы будут до 23 декабря. 29-го определятся победители. Конкурсными работами украсят городские новогодние ели. Вопросы можно задать сотрудникам историко-краеведческого музея. Телефон 5 46 02. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В кадетской школе состоялись ежегодные районные соревнования по пулевой стрельбе. Их посвятили 80-летию битвы за Москву. В декабре 1941 года началось контрнаступление советских войск под столицей. За свои школы выступили 9 команд старшеклассников. 2 нижнеодовские команды присоединились к соревнованиям по видеосвязи. Для мальчиков это подготовка к службе в армии, если кто идет у нас служить в армии. Да? Это обычный навык, пригодится в жизни. Да, это и просто такая тихая охота, это не просто нужно пулять, нужно думать, нужно уметь быть выдержанным, правильно прицеливаться, знать навыки, стоечку уметь и выполнять для стрельбы, стоя, сидя и разные. Результаты участников идут в командные и личные зачеты. От каждой школы 3 юношей и 2 девушки. На следующий год устроители планируют разделить команды по полу. Вероника и Софья уже не первый раз участвуют в этих соревнованиях. Мы готовились в школе, готовились периодически, каждый день, через день. После уроков приходили и тренировались стрелять. В нашей жизни стрельба – это как хобби, как интерес, какое-либо увлечение внешкольное. Именно пошло, скорее всего, у нас интерес к стрельбе из-за того, что, возможно, родственники у кого-то занимались. Просто следить за другими спортсменами. Это тоже привлекает очень. Лидером соревнований стала команда кадетской школы. 2-е место заняла 4-я школа, а бронзу завоевали ученики школы номер 3. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В
В Сосногорске продолжается вакцинация от гриппа. Медики отмечают, сделать прививку необходимо, ведь это лучшая защита от болезни. О том, почему нужно посетить процедурный кабинет, нам рассказали горожане, прошедшие вакцинацию. Я уже все сделал прививки и всем желаю это сделать. Да, вот сегодня хороню самого близкого такого друга. Не привитая была, я не знаю почему, по какой причине. Ну, не была не привита. Была привита, может быть, еще и выжила бы, не знаю. Но очень жалко и сожалею, что она была не привитая. И всем желаю. И первый бежал, как только услышал при прививке, я только за прививки. Ну, я как бы сделала прививку, то есть я себя чувствую намного лучше. То есть я как бы чувствовала недомогание до этого, после прививки от гриппа, то есть я стала чувствовать себя намного лучше. У меня, то есть вот полгруппы детей, ну, как бы есть детки, все равно детский сад, как бы есть детки, которые болеют. Ну, как бы, а я чувствую себя отлично при этом. Я сделала прививку от гриппа и от ковида. Я сделала ревакцинацию, причем обе прививки я сделала в один день. Чувствую себя прекрасно, никаких осложнений у меня не было. Почему сделала? Ну, потому что, честно говоря, очень страшно. И сейчас ведь не только ковид, но может еще и грипп к нему присоединиться. И говорят, что такие пациенты очень тяжело переносят болезни, многие с летальным исходом. Поэтому я решила себя обезопасить и, собственно говоря, не жалею ни на минуту. Помогать пожилым – это доброе дело. Но главное добро в этом деле – ты. Найди доброе дело себе по душе на добро.ру. Стань волонтером. Элит 5 пятерок. Такси нашего города. Машины есть всегда. Действуют дисконтные карты. Каждая 10-я поездка бесплатна. Заказывайте по 100 рублей. 8 912 94 93 пятерки. 8 912 94 9 4 двойки. Элит 5 пятерок. Такси нашего города.